2,5 года назад мы познакомились с приемной семьей Федотовых. Надежда Ивановна и Иван Михайлович, вырастив своих детей, стали приемными родителями для двух братьев – Анрика и Юры. В августе 2021 года в рубрике «Ищу семью» мы показали двухлетнего Богдана. Малыш остался без попечения родителей, находился в Центре содействия семейному воспитанию и очень нуждался в семье. Нам было очень радостно узнать, что Надежда Ивановна и Иван Михайлович Федотовы стали приемными родителями для нашего Богдана. Мы встретились с ними через 2 года. Богдану уже исполнилось 4, и теперь у него есть мама, папа и настоящая семья. В декабре прошлого года мы отправились в гости к приемной семье Федотовых в село Хаты Нюрбинского улуса. В теплом и уютном доме нас ждала вся семья: Иван Михайлович, Надежда Ивановна, 9-летний Анрик, 7-летний Юра и 4-летний Богдан. Малыш адаптируется в семье 3-й год и за это время стал уже родным для всех членов семьи. Отношения с братьями у него очень хорошие. Он как солнечный ребенок, да, как солнышко светит все время и дает нам стимул для жизни. Вот с братьями очень хорошие, теплые отношения. Адаптацию Богданчика прошла очень гладко. И мы взяли его, когда ему было 2,5 годика. Тогда он вообще не говорил. Сейчас он очень хорошо разговаривает и излагает свои мысли очень хорошо. Считает до 10, знает некоторые буквы и цифры некоторые тоже знает. Вот наш основной учитель Юра, он учит его вот азбуке, да, буквам. И вот подвижные игры с ним очень хорошо играют. А вот Андрик тоже учит его рисовать, как держать ручки. Они всегда каждому всегда помогают друг другу. И дополняют они друг друга. Как будто все они вот один что-то делает, другой что-то делает, вот дополняют все друг друга. И вот Богдан как будто связующее звено между детьми, родителями и вот с окружающей средой. Как быстро находит общий язык с людьми. Да. А вот про Анрика, Юру расскажите, вот за 2 года, что у них произошло? За 2 года вот Юра у нас выиграл вот гран-при в Осохе районном. А Анрик начал играть в Крымпе. У него вот свой номер есть. Еще играет в Хамусе. Очень занимается вольной борьбой. А Юра тоже занимается вольной борьбой. Они очень активные. Мы увидели не только, как живет приемная семья Федотовых, но и побывали в Хатынской средней школе, где учатся мальчики. Хаты – очень маленькая деревня, и учеников в каждом классе совсем небольшое количество. Учителя прилагают все усилия для полноценного обучения детей. Анрик учится в 3 классе, Юра в 1. Мальчики стараются усваивать все и проявляют интерес к учебе. Пожалуй, самое любимое место братьев в школе – кабинет информатики. Здесь вместе с преподавателем информатики и математики мальчики занимаются в кружке робототехники. Начальный класс олар особенно нахавилдер. Onlar ödüğü класс олар михавлячилер. Мандар бегеме он юкпытын роботын бара өттечилер. Мальчики очень увлечены Лего, и благодаря хорошему оснащению школы у них есть возможность собирать различные модели и участвовать во всевозможных конкурсах. Юр, скажи мне, а что ты собираешь? Я ревную сделать кораблик, потому что кораблик очень крутой.
Я собираю лего, но получилось как-то машина. В селе Хаты у детей есть все возможности для всестороннего развития. Так в спортивном зале ежедневно проходят тренировки по вольной борьбе. Маленький Богдан приходит вместе с братьями и пытается повторять за мальчиками все то, что видит. Он с интересом наблюдает, как Анрик и Юра под руководством опытного тренера учат приемы вольной борьбы. Пока мальчики только учатся, но их старания, хорошие физические данные и трудолюбие помогут достичь результатов. Дома мальчики во всем помогают папе. Зимой работы не так много, но даже чистка двора от снега становится общим делом. И 4-летний Богдан не отстает ни в чем, стараясь работать наравне. Надежда Ивановна рассказала нам о своей работе кризисного психолога Федеральной горячей линии. Я консультирую, и психологические консультации веду, и терапевтические сеансы веду. В основном моя работа кризисная. Я как кризисный психолог работаю уже с коронавируса с 2020 года. Уже 4-й год пошел. В основном я работаю в методе МДР. Это десенсибилизирующая переработка движениями глаз. Значит, когда мы глазами ведем, да, вот право, лево, вверх, вниз, наш мозг стирает то, что нас травмирует. И вот после этого человек чувствует себя легче и вот увереннее себя. Еще я методика гипноза, гипнозом тоже работаю. И оно нейролингвистическое программирование. В основном у меня 3 метода. Я делаю вот моделирование в будущее и стираю вот травмирующие ситуации, которые люди прошли, да, у них есть опыт. И еще вот делаю, как сказать, различные, вот еще я вот нейрографикой занимаюсь. Когда с человеком работаешь тактильно, аудиально и визуально, тогда человек очень быстро восстанавливается. Я координатор психосоциальной помощи Российского Красного Креста по региону. Я ездила в Москву в форум реагирования на чрезвычайных ситуациях. Нас обучали, как себя вести, как выйти на тех людей, которые будут участвовать в волонтерских работах в местах чрезвычайных ситуаций. Иван Михайлович работает охранником в Хатынской средней школе и в выходные дни все время уделяет сыновьям. Вместе они играют, трудятся по дому, отдыхают, с заботой и любовью относясь друг к другу. Федотовы не сидят без дела. Еще одно место, куда они любят ходить всей семьей – культурно-этнографический центр имени Ивана Яковлевича Танхарова. Здесь работает родная дочь Надежды Ивановны и Ивана Михайловича Софья. Она окончила Арктический государственный институт культуры и искусства по специальности руководитель этнокультурного центра, проходила стажировку в Норвегии, вернулась жить и работать в родное село. Она обучает игре на национальных музыкальных инструментах своих приемных братьев. Участвовала вот в прошлом году со своим проектом Ардорган и выиграла грант. И купила вот крымпы, кылкылгах точнее, и их у нас сейчас в клубе 4 штуки, и вот обучаю детей, взрослых, ну, всех желающих и своих братьев. Анрик обучается у нас с этого года, там, с весны. Впервые он сразу же, вот за неделю обучился сразу, и мы поехали участвовать в конкурсе Айталан в селе Кундядя. Там он стал
нет, не призером, а гран-при в области музыкальных инструментов. И вот с тех пор общается, постоянно играет, выступает вместе с нами на концертах и ездит на гастроли. Благодаря Софье Анрик, Юра и Богдан через игру на музыкальных инструментах приобщаются к родной культуре, что очень важно в духовно-нравственном воспитании. Мы выражаем огромную благодарность Надежде Ивановне и Ивану Михайловичу Федотовым за их бескорыстие и огромную любовь к приемным детям. Знакомьтесь, Даша, ей 15 лет. Я люблю петь. Мне почему-то не нравится, как я пою, но тем не менее мне говорят окружающие то, что у меня очень хорошо получается. Даша открытая и доброжелательная девочка, и мечтает она об одном. Дарья, вы бы хотели жить в семье? Да, А в какой семье? в любящей и понимающей. И все. И больше мне ничего не надо. Дарья, вот у вас будет семья, когда вы вырастете, да? Какая у вас будет семья, расскажите. Я мать 4 детей. Я хочу себе много детей. Я очень люблю детей. Я буду давать детям своим то, что мне не дали в детстве. Что вам не дали в детстве? Мне не дали любви, ласки и заботы. И поэтому я это прошу у людей, которые меня окружают. Очень хочется, чтобы Даша обрела семью, и все ее мечты исполнились.